Сразу на двух участках трассы Бишкек-Ош вновь сошли лавины. Общий объем составил более 11 тысяч кубометров. По сообщениям МЧС, пострадавших нет. Пункты пропуска Сосновка, Ütмөк и Арал по-прежнему закрыты. Работы по расчистке автодороги не прекращают ни на минуту. Сотрудники МЧС работают, не покладая рук. Аяна Дюшикеева узнавала, когда дорога будет открыта. Центр управления кризисными ситуациями. Здесь-то и координируют работу на опасных участках. Отсюда сотрудники ЦУКС МЧС в режиме онлайн наблюдают за ситуацией, в том числе и на автодороге Бишкек-Ош. 14 марта сразу на двух участках сошли лавины общим объемом почти 11 тысяч кубометров. Работы по расчистке автодороги от снега продолжаются до сих пор. 13 марта на трассе Бишкек-Ош также сошла гигантская снежная лавина. Ее объем составил 2,5 миллиона кубометров. Не успели ее ликвидировать, как автодорогу снова накрыло снежной массой. Во избежание ЧС спасатели начали принудительный спуск лавин. Совместно с артиллерийским расчетом Генерального штаба вооруженных сил выехали к месту опасных сходов снежных лавин для принудительного спуска. Бишкек-Ош 121 по 137 километр, ущелье Чичкан, а также автодорогах Алабука-Ганышкая, Красная Горка, Ахташ, Казарман, Ахталчат. Есть угроза схода снежной массы. На месте работают и дорожные службы. Задействовано с десяток единиц спецтехники. Сейчас ликвидировать успели половину снежной массы. Дорога Бишкек-Ош по-прежнему закрыта. По предварительным данным, для того, чтобы убрать эту снежную массу с трассы, необходимо 3 суток. Поэтому на данный момент работают на месте непосредственно 3 бульдозера, 5 погрузчиков, 2 автогрейдера. Ну, если, скажем, 13-го, значит, закрыто, это получается 13-14 сутки до 17-го. Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение в предгорных и горных районах до 16 марта. А лавиноопасный период продлится и того больше. Вот эти осадки будут провоцировать. Вот очередные, тем более она связана с мокрым дождем, снегом, и это будет провоцировать сход лавин. Тем более идет резкое потепление. Поэтому мы где-то до конца марта ожидаем, конечно, если на автодорогах высокогорных надо быть осторожным, что там лавина опасна. Что же касается прогноза погоды в целом, то в ближайшие дни метеорологи обещают небольшие осадки. Стабильно теплую погоду кыргызстанцы могут ожидать уже после 17 марта. Аяна Дюшикеева, Азамат Кадыртоктоев, Общественный, Первый канал.